Генеральный партнер проекта – ювелирный бренд «Ринго». Здравствуйте, друзья! С вами я, Олег Есюнин. Это телепроект «Бизнес-ментор». Остался всего 1 месяц до окончания проекта, и наступил самый интригующий его этап. Уже определились лидера проекта, но кто победит, не знает никто. Ситуация меняется каждый день и час. Напоминаем, 16 успешных предпринимателей нашего региона стали участниками мультимедийного бизнес-акселератора «Бизнес-ментор». У каждого из них есть своя цель, которую они реализуют в течение 5 месяцев. Также у каждого героя проекта есть свой наставник-ментор, известный пермский бизнесмен или представитель власти. Опыт и знания менторов необходимы для эффективного решения задач, поставленных предпринимателями в проекте. При этом за победу борется не только участник, но и сопровождающий его ментор. Выиграет та команда, которая первой достигнет поставленных целей. Для того, чтобы компании наших участников непрерывно двигались поставленные бизнес-цели, недостаточно воли и целеустремленности их руководителей. Необходимо объединить опыт, интеллект, талант, знания менторов и предпринимателей. Для этого все собрались на общий менторский совет. Итак, все в сборе. Главные герои и их менторы. Перед тем, как анализировать результаты, очень важно, чтобы это сделали сами участники. Интересно, какие достижения у них появились на данный момент, что они хотели бы поменять, как оценивают свое движение в проекте. Бизнес-план составлен, точно есть понимание, что мы должны построить, во сколько нам это обойдется, сколько наших финансов мы можем вывести из компании, вложить, сколько придется обратиться, так скажем, за кредитными деньгами. Но хотя бы вот эта картинка, понимание на сегодня настолько понятно, что единственное меня, конечно, волнует, вот это сама площадка. Это когда есть сдвигаются сроки по определенным моментам. Вот, подрядчик принял заявку, но он его не реализовал. В данном случае сразу же. И все. Вырисовывается какое-то новое видение дальнейшего развития. Единственное, я бы хотела послушать ваше мнение о том, как ломать стереотипы некоторых клиентов относительно нашего инновационного оборудования PowerPlay. Изначально получили некоторые подтверждения по кредитованию от МСП-банка и, соответственно, под это дело заключили договор аренды и были уверены, на самом деле, такие мы были уверены достаточно сильно о том, что у нас все получится, и финансирование мы получим, и у нас все пойдет как по маслу. Да? Я прекрасно понимаю, если я масштабирую производство, увеличиваю поток именно продукции, соответственно, нужно увеличивать каналы сбыта, либо проходимость этой точки. То есть мне нужно принять решение либо выбор другой точки. Понятно, что мы в том числе развиваем интернет-коммерцию и сейчас рассматриваем также и мобильное приложение, которое, как любой бренд в мире, мы могли зайти и сделать любой заказ. Структурно мы выделили новый отдел, это как новый отдел продаж, который должен всасывать, принимать и правильно обрабатывать проекты, подобные, как вот у нас в дизайн-студии, которые какие-то интересные объекты, которые сложно сочиненные, с сжатыми сроками, и надо все вовремя сдавать. В данный момент люди, в общем-то, есть, они у нас обучаются, мы их прямо выращиваем, достаточно инициативные, такие молодые. То есть будет 3 клиники. Одна клиника в центре у нас есть на Петропавловской, одна клиника будет в спальном районе, в индустриальном. Хотелось бы как-то их разграничить, скорее всего. Вот Дмитрий Юрьевич хочет эту клинику инновационной назвать, которая будет в этом районе. А в спальном районе оставить те же цены или, может быть, сделать какое-то другое предложение. Не понимаю, то ли я мне идти и развивать же какую-то крупную строительную компанию, потому что у меня уже там 2 таких участка, больших, которые можно в Култаево, там, в хорошем месте, или Патово, и идти уже и развиваться как строительная компания, либо мне все-таки как-то идти по тому пути, по которому там такие небольшие строительные проекты самореализовывать и работать как девелопер.
Менторский совет в нашем проекте существует по принципу открытого диалога. Здесь каждый высказывает свое мнение. Менторы болеют за бизнесы главных героев, а сами участники болеют друг за друга. Ведь за 5 месяцев у многих уже сложились добрые, дружеские, а в некоторых случаях и партнерские отношения. У любого бизнеса во всем мире есть множество положительных и отрицательных факторов, с которыми ведется ежедневная работа. Успех любой суперкоманды всегда относителен, потому что совершенству нет предела. И возможность посмотреть на свою задачу с точки зрения 2 десятков опытных предпринимателей дает прекрасный синергетический результат множества возможных решений. Не всегда команды этим советам следуют, но такой мозговой штурм активирует полезный импульс к мобилизации ресурсов. Скорее всего, у вас такое планирование очень жесткое на уровне «успеем», а нет. Если вы 10 годовых закладываете в свой бизнес-план, и только при 10 годовых у вас получается окупаемость, но я бы 100 раз подумал, да, идти в этот проект, да, потому что надо закладывать большую стоимость ресурсов. Этот проект вообще-то мог бы вас продавать в этом регионе точно. Но на Россию, конечно, он не потянет, а в Перми это, как мне кажется, значимый результат, которым вы не пользуетесь. Вариант, наверное, это вот взять, сократить все расходы и увеличить доходы при помощи сокращения вот объема. Все продать, сконцентрировать. Может быть, да. Потом понять, что вложить. В ходе обсуждения участники не заметили, как пролетело 3 часа. Диалог с группой партнеров в этот раз был максимально искренним. Кто-то поделился реальными проблемами, кто-то попросил совета, касающегося стратегии развития компании. Какой вердикт вынесут для участников проекта гуру бизнеса? Каждый из участников поделился с нами своими результатами, что сделано, что не сделано. И опять та же комфортная атмосфера, когда и участники, и менторы открыты друг другу, позволяет быть достаточно откровенными и рассказывать правду, и говорить о проблемах, и просить о помощи. То есть сегодня как бы вот 2 основных модуля, которые были, это подведение итогов, что уже сделано, какая динамика, и вторая – это обозначение новых проблем, обозначение новых задач и в том числе обращение за помощью. И вот этот мозговой штурм, когда каждый мог со своей точки зрения, со своего опыта поделиться и что-то посоветовать, что-то предложить, сказать: приходи, я тебе помогу, это бесценная вещь. Слабые моменты, это нечеткое видение своего клиента. Да, то есть они углубляются, может быть, сильно в финансовые расчеты, сколько это будет стоить, какие там необходимые ресурсы, а не начиная с первого шага, когда надо понять, кто их целевой клиент, да, и какую услугу, продукт будут они предлагать. То есть, вот в своих выступлениях и вот в сессиях я именно на это акцентирую внимание, что несмотря на то, что я из мира финансов, я говорил, что на первом месте это маркетинг, понимание своего клиента и своего продукта. Были примеры сейчас решений, которые просто возникают исходя из творческих идей. Это не гипотеза, это не какой-то анализ, просто вот решение возникает из ниоткуда. Вот это вот, я скажу, что ошибка, потому что все-таки хотелось бы, чтобы наши предприниматели, они проблемы решали, а не творчеством занимались. То есть творчеством нужно заниматься, но если есть в бизнесе проблема какая-то узкая, то надо ее решать, а не генерить откуда-то идеи. Скажем так, на пустом месте. Но вот то, что я заметил, это такие детали, да. Часть участников до сегодняшнего дня еще толком не знают, чем они на самом деле занимаются, как они себя позиционируют. Они вроде бы что-то делают, но когда их начинают спрашивать о том, что они делают, они начинают рассказывать сами процессы. А сами процессы – это не то. Для того, чтобы получить клиента, необходимо рассказывать о том, что будет готово, что в конечном итоге они делают, а не то, что из чего состоит процесс. Оперативное управление в бизнесе подобно трясине. Оно затягивает и требует массу времени. Однако без стратегического видения будущего своей компании любой бизнес обречен. Встречи с Андреем Богокиным – это погружение в новую бизнес-идеологию своего планируемого будущего. Участники 8-го сезона проекта «Бизнес-ментор» с помощью авторской методики «Активное сценарирование» здесь и сейчас формируют контексты успеха завтрашнего дня, создают задел на несколько лет вперед и проходят настоящую школу по стратегическому планированию и управлению.
Уже не первый год Андрей Богокин помогает креативным и успешным пермским предпринимателям переформатировать бизнес, поднять продажи и открыть новые перспективы. У всех бывают периоды дедлайна, цейтнота и нон-стопа. Время цифровых технологий с каждым днем ускоряет темп смены событий. Один из менторов программы, Ольга Якимова, провела мастер-класс, посвященный теме управления собой во времени. Инструменты, которые позволяют нам управлять собой во времени более эффективно, решают сразу несколько проблем. Первая проблема – мы действительно начинаем успевать больше, чем было до владения этими инструментами. Мы снижаем уровень стресса и уровень некого напряжения, когда нам кажется, что мы ничего не успеем. И мы становимся более эффективными во взаимодействии с другими людьми. Тайм-менеджмент или управление временем – очень важный навык, которым владеет каждый руководитель, который нацелен на серьезные результаты развития бизнеса. Время – деньги. И тот, кто максимально рационально использует этот невосполнимый ресурс, как правило, выигрывает в нашем мире. Товарищество, партнерство, дружелюбие, взаимоуважение – все это лежит в основе отношений участников бизнес-ментора. Как и в предыдущие сезоны, они делятся опытом, помогают друг другу и приглашают в гости. Открытием нового мира для всех участников программы стало знакомство с рекламно-производственной компанией «Северная корона», которая была создана более 20 лет назад Виктором Сизовым. Сегодня всем управлением успешного бизнеса занимаются его дети – Наталья Зинеман, Антон и Ефим Сизовы. У нас в гостях были и представители образования, это лицей номер 4. Мы регулярно работаем с заведениями образовательными. К нам приходят студенты, школьники, посмотреть, какие профессии у нас здесь людей работают, как могут молодые люди примениться в области вот таком дизайнерском, оформительском, производственном предприятии. После знакомства менторов и главных героев 8-го сезона с предприятием и презентации производственного портфолио сложилось впечатление, что почти все знаковые объекты, стеллы, праздничное оформление, тысячи рекламных вывесок в Перми и Пермском крае – все это результат работы предприятия «Северная корона». Компания, которая способна предложить очень качественный продукт и для бизнеса, и для региона. Этот сезон полон сюрпризов для тех, кто совершает прорыв в своем деле, то есть для наших героев. Участники проекта, владельцы сети стоматологических клиник «Гутентаг», сделали смелый шаг. Они стали соискателями престижной национальной премии в области качества. Конкурсы в области качества в России организованы в целях пропаганды достижений отечественной экономики, повышения конкурентоспособности высококачественных российских товаров. Участие в конкурсе помогает предприятию не только добиться высокого качества товаров и услуг, но и усовершенствовать свою деятельность в соответствии с быстро меняющимися условиями современного мира. Также это возможность провести полный аудит своей деятельности и далее посредством бенчмаркинга сравнить ее с признанным лучшим опытом. Ежегодно присуждается не более 12 премий. Российская модель премии приближается к европейской модели премии. И некоторые компании, которые являются лауреатами российской премии, принимают решение участвовать уже и в европейской премии. И, безусловно, признание компании на таких уровнях, как лучшие практики управления, это многого стоит. И, конечно, очень радостно, что у нас не только Москва, Санкт-Петербург, крупные промышленные центры участвуют в премии, но вот Пермь, так сказать, регионы все более и более активно в этой части представляют свои компании. Надо еще отметить, что премия настолько универсальна, что она не зависит от отрасли и не является какой-либо отраслевой, поскольку управление, качество управления к отрасли у нас не привязано. В ходе конкурса, состоящего из 3 этапов, проводится всесторонняя оценка организации участников, включая стратегию, лидерство, внутренние процессы, персонал, ресурсы, инфраструктуру, удовлетворенность потребителей, финансовые показатели.
По результатам экспертизы Совет готовит предложения по присуждению премий и представляет их в правительство Российской Федерации. Ну, мы, конечно, увидели очень современную компанию Guten Tag, не зря называется немецкая стоматология. Мы увидели, что во всей корпоративной культуре компании присутствует стремление к качеству. Это и в оборудовании, которое здесь используется, и в материалах, которые закупаются, и в качестве образования, которое здесь получают специалисты. Увидели дипломы там, и так далее, проанализировали их. Также по модели мы смотрим корпоративную культуру, что очень важно в компании. И здесь мы увидели вовлеченное руководство, которое стремится к переменам, а также все инициативы персонала поддерживаются. И, в общем-то, на деле мы увидели, как работает бережливое производство в именно стоматологии. Премии по качеству обеспечивают лауреатам имидж лидера, репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции или услуги, способствуют привлечению новых партнеров и заказчиков и, соответственно, открывают новые деловые возможности. Ринго. Драгоценные подарки для драгоценных моментов жизни. Ювелирный салон «Ринго», Советская, 65А. Телефон 214 55 11. Федеральный застройщик «Талант» провел бизнес-завтрак для участников девелоперского рынка, посвященный теме введения эскроу-счетов при продаже квартир в новостройках. Отныне, согласно поправкам федерального закона номер 214, который вступает в силу с 1 июля, девелопер обязан финансировать проект за счет собственных или кредитных средств банка, а деньги дольщиков он получит только после сдачи строительного объекта. По мнению многих специалистов рынка недвижимости, такие изменения в законодательстве создают предпосылки для дальнейшего роста на жилье. И сейчас застройщики, они, в общем-то, грамотно подходят к решению вопроса. То есть у застройщиков есть свои стратегии, как они будут жить вот в этом новом, можно сказать, рынке. Представители банков, агентств недвижимости, других участников обсудили прогнозы и возможные изменения на рынке в сфере жилого строительства в Перми. Какие бы изменения ни произошли, я имею в виду по поводу эскроу счетов, есть платежеспособный спрос, а он сегодня не очень высокий. В настоящее время в Перми строится 122 дома, из них 31 объект будет достраиваться уже по новым правилам. В 4 домах купить квартиры, используя эскроу-счет, можно уже сейчас. Первым в Перми по этой схеме почти год назад начал работать «Талант». Теперь у специалистов компании есть рабочие кейсы, которыми они готовы делиться со всеми девелоперами. Компания «Талант» на сегодняшний день масштабная компания, федеральная компания. Мы присутствуем в 15 регионах. И часто задаваемый вопрос: легко ли было вступить единственными, первыми в пилотный проект Сбербанка по эскроу? Так вот, скажу честно, мы долго принимали решение, но все-таки приняли войти на этот путь ранее, чем другие девелоперы. Поэтому сейчас мы готовы к переходу эскроу с легкостью и с радостью. По условиям проекта все участники не только добиваются своих целей, но и соревнуются между собой за призовое место. Лидер выявляется по множеству критериев. Главный приз получает тот, кто быстрее достигнет поставленной перед собой цели. Победители определяют партнеры, менторы, а также главные герои проекта. Вторая номинация – лидер интернет-голосования. Отдать голос за своего героя можно на портале business-mentor.rf. Приз абсолютного победителя проекта предоставляет ювелирный бренд «Ринго». Предприниматели – это люди, которые не боятся бросать вызов себе и окружающему миру. Они доводят каждое начатое дело до конца. Они ориентированы на результат и на действие. Они готовы брать риски на себя. Они постоянно анализируют свои и чужие ошибки. Как говорит самый эксцентричный миллиардер нашего века, бизнес – это то, что вам не безразлично. Если вы предприниматель, ваш рабочий день не ограничивается временем с 9 до 18. Бизнес – это вся наша жизнь. С вами был Олег Есенин. До встречи.